Всех приветствуем! С вами подкаст «Ход истории». Я Рустам Хадаев и мой соведущий Ацамаз Абиссалов. Здравствуйте. Темой нашего сегодняшнего выпуска является великая трагедия аланского народа. Без преувеличения, одна из главных исторических тем в истории Осетии, Алании, ведь именно тогда разрушается великое аланское государство, которое строили наши предки много веков. Татаро-монгольское нашествие и нашествие Хромого Тимура – это события, которыми многими называются главными разрушительными событиями в истории осетинского народа. Сегодня нам, наверное, нужно будет ввести в курс дела наших зрителей, что вообще тогда происходило с Аланией, что это был за период, какие события наложились на татаро-монгольское нашествие, как шла коммуникация между аланами и монголами, ну и как мы в итоге отступили в горы. Случилось это из-за нашествия Хромого Тимура. Давай единственное, что наверное, сразу скажем, что великая трагедия — это, наверное, описание какого-то периода, когда эта трагедия происходила ввиду разных обстоятельств. А темы здесь уже внутренние, они по-разному звучат. И монголо-татарское нашествие на Аланию, и распад государственности Алании, вынужденная необходимость далее уходить в горы, и поход Хромого Тимура. Завоевательная практика. И все это в совокупности, это уже, да, это действительно трагедия для нашего народа, которая сулит ряд изменений. И давай будем говорить так, в каком-то смысле это уже почти полностью ставит точку в истории так называемой Алании и аланского государства, и уже начинает отчет истории так называемой Осетии и в будущем осетинского народа. И вот эту разницу к концу выпуска мы с тобой уже попробуем подсветить. Перед этим начнем с того, что просто опишем, как Алания периода 12-13 столетия выглядела и что из себя представляло как государственное образование. Может быть, не совсем самостоятельное государство, но как минимум государственное образование. Первое, что я хочу сказать, каждый зритель, каждый человек, который изучает эту тему, это только мое мнение, но я так считаю, он может ориентироваться также на историю России. То есть в каком-то смысле она имеет зеркальный подтекст. Так как история Руси на тот же период времени, это как раз-таки 12-13 столетие, она переживает те же самые обстоятельства в политическом, экономическом смысле, что и история Алании. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, на самом деле из-за отсутствия письменности у алан мы не знаем точно, как происходила коммуникация между, условно, монголами и аланами. Вот тут для нас очень полезны именно русские источники, потому что во многом история очень похожа. И история была похожа в течение 2 столетий. Ну Почти да, 2 столетий. ты на это посмотрел как описание истории одной со стороны другой. А вот как факт, то есть раздробленность в Алании, политическая раздробленность, феодальная раздробленность, она также характеризуется и на самой Руси. То есть та же самая раздробленность происходит в этот период. Как мы знаем, с 1097 года, после съезда в Любиче, когда было принято решение каждый князь править на вотчине своей, ну, объединяемся мы против половцев. Это заложило уже первый кирпич в вопросе будущей раздробленности. Центральная власть Киева падает, но зато каждое княжество имеет возможность проявить какой-то свой суверенный интерес. В Алании происходит тот же самый процесс. Она состоит на тот момент времени из разных княжеств, и ориентир экономики всей Алании уже идет на сельское хозяйство. Поэтому, конечно, каждый князь, он будет, скажем так, лоббировать свой интерес. И авторитет центральной власти в лице аланского царя и, в принципе, института государственности, он будет уже ниже. И это приведет к тому, что изнутри Алания уже будет на стадии некого распада. И в этот момент как раз-таки нас застает вот это вот негодование в виде монголо-татарского нашествия. Как для Руси эта история, повторюсь, она очень похожа, так и для нас. И последствия у нас, в принципе, похожие. Все-таки большая часть географии, что славянских княжеств, что также Алании, в том числе Кавказа Северного, вдоль хребта, они становятся частью в будущем Золотой Орды, или так называемой империи, государства, которое будет создано монголо-татарами.
Действительно, нужно нам понимать, что для Алании это не был период расцвета. Не разрушили татаро-монголы сильную Аланию, единую Аланию. Это был период угасания аланской государственности. И период угасания, как и у многих государств, в истории случился из-за феодальной раздробленности. Кавказ вообще представляет из себя регион, который связан с другими странами, то есть развивается международная торговля, сюда приходят различные авраамические религии. В Алании мы знаем, что в 922 году приняли христианство, но вот даже это уже ближе к 13 столетию постепенно начинает теряться. Ты имеешь в виду, теряется торговая значимость Алании или Кавказа в торговых путях, в принципе, Ближнего Востока и двух миров? Разумеется, если у нас уже нет единого государства, то торговля уже более тяжелым способом осуществляется. Как по мне, это сильно повлияло в том числе на позиции Алании на международном рынке. Это сейчас, на самом деле, это еще такой пример, который как бы показывает некое сходство сценарной трагедии. Вот как на Руси в период раздробленности из варяг в реки, вот это вот сообщение торговое становится уже не столь актуальным ввиду, скажем, характера раздробленности, так и в Алании. Какую бы мы тему ни брали, Кавказ остается важнейшей геополитической и геоэкономической зоной. Сердцевина Кавказа в тот момент, чуть ранее, это все-таки Алания, которая контролирует Великий Шелковый путь, исторически. То есть теперь торговля, давай даже иначе, наем, чем аланы, кстати, и занимались, уже не приносит такого дохода, как интерес отдельных местечек и отдельных князей на этих местах. И это тоже важно. И это, опять же, повторюсь, некое сценарное сходство в истории. Просто чтобы, опять же, это как-то подчеркнуть. Давай тогда небольшой экскурс не в историю Алании, а в историю наших врагов, тех, кто напал на Аланию, в историю татаро-монголов. Степные племена, которые в начале 13 столетия, а именно в 1205 году, объединяются под властью Тимучина. Но в истории известно другое его имя — Чингисхан. На самом деле это не имя, это титул. Хан всех ханов, который уже ближе к 20-м годам начинает свой знаменитый поход через Иран, Закавказье, затем он выходит на Дагестан, и тут его уже встречают в Алании. В Алании, разумеется, были готовы к этой встрече, к этой войне, поэтому вступили в союз с хорошо знакомыми половцами. Половцы не были простым народом, с которым аланы были мало знакомы. С ними осуществляются постоянные контакты, и поэтому именно они выбираются в качестве союзников. Но вот тут довольно интересный факт, почему в той войне аланы настолько разгромно проиграли, в войне с Чингисханом. Половцы через какое-то время их предают, их подкупают, и Алания в той войне проигрывает. Но вот тут тоже нужно понимать, что было два этапа татаро-монгольского нашествия на Аланию. То же самое и с Русью. Вот действительно два сценария. В случае с первым походом он осуществляется Чингисханом, он осуществляется через главный Кавказский хребет. Уже через некоторое время, именно в 1223 году, Чингисхан уже встречается на Руси. Знаменитая битва на реке Калка, в которой погибло огромное количество русских князей. Ну и так завершается поход Чингисхана в Аланию и на Русь. Если мы говорим о втором походе, второй поход осуществляется уже в 30-е годы. Нам всем известен Бату, которого выбирают в 1235 году в качестве нового хана, который должен пойти в поход. И вот тут уже, получается, на Аланию нападают с севера. Нужно, конечно, понимать, что Алания за эти годы после нашествия Чингисхана не сильно восстановилась, потому что все еще продолжался период феодальной раздробленности. И в той войне аланы также проигрывают. Они проигрывают, причем довольно серьезно. Если мы берем все кампании, вот ты их перечислил, получается, хронология событий. В 22 году столкновение Алании и Монголии уже происходит. Далее в 23 году стояние на реке Калки, точнее встреча на реке Калки, сражение, которое приводит уже к, скажем так, к пониманию, что в будущем Русь уже не устоит. Потому что грядущие походы, ну вот уже после, скажем так, уже во время Батыя в 1937 году Русь падет под натиском монголов, под натиском правления. Кстати, Батый — это не просто
военачальник какой-то. Это внук Чингисхана. Да, это внук Чингисхана, каких было немало, Да. как мы знаем из истории императора монгольской державы. Знаешь, чуть вернемся вот к теме, которую мы сейчас обсуждаем. Эта тема ведь часто такая актуальная, которую часто обсуждают, и в том числе за пределами студии мы с тобой не раз в последние годы обсуждали. И вот помню, как-то мы задали себе вопрос, а что бы случилось, если бы в Алании тогда не было феодальной раздробленности? То есть, если бы Алания процветала, смогла бы она оказать сопротивление татаро-монголам, будь это Чингисхан, нашествие Чингисхана или нашествие уже Батыя. И вот мы оба с тобой пришли к ответу, что даже в таком случае Алания, да, позже бы, да, оказывала бы сопротивление, но проиграла бы, потому что военная сила, военное искусство татаро-монголов представляло революцию в военном деле. Знаешь, числом и храбростью, а может и безумием, можно взять что угодно. Вот Золотая Орда это продемонстрировала. Конечно, ни единого шанса у Алании, как маленького этнического образования. Мы не будем обделять соседние народы. Давай будем честны, в этот промежуток времени, мы чуть позже и про Тимура поговорим, и про монголо-татарское нашествие, не меньшее сопротивление встретили тюрки и со стороны Чечни, и со стороны Дагестана. Тем более с Дагестана-то со стороны Каспия и происходит, так скажем, внедрение в сторону Кавказа. Не меньшее сопротивление они там встретили. Но даже если бы, наверное, весь Кавказ объединился в лице там, единого этнического альянса, конечно, говорить о какой-либо перспективе победы, ну, крайне трудно. Это очень скользкий вопрос. Мы не будем прям говорить, что возможно. Но вот про половцев надо подчеркнуть. Половцы — это очень важная единица этническая в этот промежуток истории. И, на мой взгляд, немного недооцененная, потому что они же не просто с аланами объединились. Тогда половцы имели определенный авторитет, вот так буду говорить. Грузинские цари обращались, чтобы наемные войска половцев пропустили в Закавказье к аланским царям. То есть они тоже и наемом занимались, и могли действительно поддерживать какую-то одну сторону и другую сторону. Тут уже вопрос их кочевнического происхождения. В будущем уже становятся родоначальниками таких кавказских уже этносов, как карачаевцы, балкарцы. И все равно, конечно, тесно связаны с историей Кавказа, половцы. Ну и, наверное, также стоит упомянуть, что в этногенезе как карачаевского, так и балкарского народов, который является единым этносом, участвовали также и аланы. Они немалое место в истории карачаево-балкарского народа занимают. С этим нельзя спорить. Западная часть Кавказа, как раз-таки в будущем центр их расселения, это ведь также и центр расселения, в том числе аланской культуры. Да, причем вот в современном Карачае, мы знаем, различные городища, самые известные из них располагаются в Архызе, причем возможное местоположение аланской столицы. Которая упоминается в летописи. Да, так называемого Магаса. Поэтому именно в том месте, где проживали аланы, позже уже формируются этносы, которые близки к аланам. Карачаевцы и балкарцы. Ну, судьба половцев, она чем-то также напоминает судьбу алан, которые были вынуждены после, скажем так, определенных насильственных действий уходить в сторону гор, укрепляться уже там. Как ты правильно все по хронологии перечислил, да, пришли некие тюрки уже во главе с ханом Батыем и окончательно завоевали территорию Кавказа. Что для Алании это событие? Это вынужденная необходимость покидать равнину и уже потихоньку уходить в сторону гор. А уже горная часть Алании остается независимой. Ну, так эту мысль пытаются формировать сегодня в историческом пространстве, что именно горная часть Алании до конца будет независимой. То есть здесь еще продолжается вот этот знаменитый тезис, что к аланам в горы никто не заходит. Фактически так и получается, что не просто не заходит, и не получится зайти. И эта история нам показывает, что на протяжении даже столетия вот этой вот эпохи тюркского бедствия аланы продолжают сохранять некий горный суверенитет. И оттуда будет уже продолжаться некое освободительное движение за те равнинные интересы, которые аланы будут преследовать. Это было для них очень важно. То есть, если простым языком, Алания до татаро-монгольского нашествия представляет из себя как равнинную территорию Кавказа, так и горную территорию Кавказа. Уже после татаро-монгольского нашествия с началом вот этого освободительного движения большая часть алан мигрирует в сторону гор. И вот, правильно? наверное, вот сюда, вот давай скобки откроем, именно сюда я хочу, скажем, впихнуть очень важную мысль, что именно Алания существует и как равнинная, и как горная территория, и в будущем
будущем, чтобы не было путаницы, осетины — это народ, который складывается в горной части Алании. Это очень важно. То есть осетины — это народ, который, как бы мы ни говорили, напрямую не появился и не стал аланами. Это народ, который сложился из аланской культуры в горной части, центральной части Кавказского хребта. И это очень важно понимать. Когда аланы уже были вынуждены и были закрыты в горах, да, и их будущее — это как раз-таки формирование, даже вот так скажу, трансформация в осетинский этнос. Ну, эндоэтноним мы не будем обсуждать, пока его историю. Мы, кстати, ранее в выпусках об этом говорили. Осы, овсеты, осетины. Я говорю про культурное некое ядро, которое уже начинает впитывать в будущем элементы кавказской культуры. И далее то, о чем мы сегодня говорим, как часть все-таки истории Кавказа, в культурном смысле. Вот, поэтому да, аланы — это народ, который и горы, и равнину для себя предполагал как единое территориальное государство. Вот, кстати, ты когда начал рассказывать о миграциях, да, вот интересный факт. С началом освободительного движения немалая же часть алан мигрирует с Кавказа. То есть была часть алан, которая не желала мириться с проигрышем в этой войне и последующей выплатой дани. Вот, кстати, как на Руси, так и в Алании происходит в 50-е годы 13-го столетия подсчет населения, перепись населения. И для чего это было? Не просто, чтобы посчитать, какую страну мы захватили, сколько в ней жителей проживало. Это все нужно было для налогообложения. И вот была часть алан, которая не желала мириться с этим. В итоге она ушла в Европу, на современную территорию Венгрии. Вот мы с тобой, я думаю, однозначно можем порекомендовать знаменитые фильмы осетинского режиссера Тимина Туаевой о венгерских ясах, венгерских осетинах, как это часто говорят, которые в итоге уже стали формироваться как этнос, дальше продолжать свое формирование именно на территории Венгрии. А была часть алан, которая ушла вместе с монголами на современную территорию Монголии, Китая. Насчет Тимины Туаевой еще можно вот сказать не только венгерские осетины, которые аланы, которые, конечно, в будущем и княжество какое-то время там будет существовать, но также, которые, как ты правильно сказал, они стали частью племенного союза монголо-татар, асуты. И об этом тоже Тимина Туаева сняла фильм «В поисках асутов». И там очень хороший состав консультантов у этого фильма. Сегодня можно сказать однозначно, что практически никакого следа на территории Монголии или Китая от тех алан, которых именовали асутами, ну их просто нет. Единственное, что... Это, наверное, единственное, за что зацепились. Это топоним Нарт, который там был у населенного пункта. И более никаких свидетельств или доказательств просто нет. То есть, да, действительно, когда-то они стали частью племен монголо-татар, но сегодня уже даже близко ни у кого в самосознании нет этого понимания на территории Монголии и Китая. Поэтому это ушедшая история, и она нас уже никак не связывает в культурном или географическом смысле. Ну, давай тогда вернемся, что происходило в Алании. В Алании продолжается освободительное движение, и различные восстания, военные конфликты, они все-таки были много десятилетий. Некоторые цари, имена которых, к сожалению, мы уже после нашествия Батыя не знаем, они пытались восстановить аланскую государственность, к сожалению, безуспешно. Самый известный пример, имя которого мы знаем, который является прародителем нескольких, даже многих родов, которые в Осетии уже формировались позже, Озбагатар. Озбагатар пытался восстановить государственность алан, даже, можно сказать, не восстановить, а создать новую уже не на территории Северного Кавказа, а уже на южных его склонах. Тоже безуспешно. Мы знаем, что он захватил крепость Гори знаменитую, которую позже все-таки отдали аланы. Смотри, Рустам, я еще подумал о таком важном эпизоде истории. Мы про него редко говорим, и про него, кстати, редко где упоминают в качестве такого какого-то важного события. Но ранее ты сказал, что именно в этот период аланы мигрируют, огромное количество населения просто, грубо говоря, себя изживает. И мы говорим не только про тех, кто умирает на войне в период столкновений, а действительно тех, кто решает просто покинуть территорию. Многие авторы подчеркивают, что в этот период расцветает преступность. То есть даже уже на каких-то свободных территориях у нас развивается институт работорговли,
И тут давай не будем кривить душой. Сюда причастны половцы, как многие, да, подчеркивают. Не только половцы, аланы тоже вовлечены в эту торговлю и в этот, так скажем, бизнес. Между прочим, весь Кавказ на тот промежуток времени, это 12, 13, 14 века, он страдает вот от этого страшного деяния, когда людей просто продают в рабство. И мы знаем очень много примеров. Как раз-таки в этот период времени западная часть Кавказа, центральная, в сторону Краснодарского края, действительно страдает от такого явления, как вот продажа рабов на Ближний Восток, рынок Ближний Восток. Кстати, со стороны Крыма. Тут надо сказать спасибо хазарскому каганату, не только половцам. Известный период истории, когда Салах I, наслышанный о некой мужественности черкесов, адыгов, закупает более 6 тысяч единиц молодых юнцов и в будущем воспитывает из них мамлюков. А это приводит, в свою очередь, спустя там несколько правителей к смене всей египетской династии, когда мамлюки приходят к власти и устанавливают почти с 1380 по 1517 года династию черкесского, или правильно сказать, адыгского султаната в Египте. Но вот разве это не интересно? Это просто период истории, который показывает, какое количественное, скажем так, преимущество имели эти рабы кавказского происхождения. Это вообще феномен, что люди кавказского происхождения в итоге стали правителями в Северной Африке. Это самый настоящий феномен. Но это все такой отдельный эпизод, который показывал, что Кавказ в человеческом смысле истощался. Весь Кавказ, территориально, вдоль всего хребта, от Абшера до Тамани. И мне кажется, это очень важно подчеркнуть, потому что именно монголо-татары заложили, вот, скажем так, вот эти процессы обезлюживания всех территорий Северного Кавказа, будь то границы Алании, будь то границы Дагестана, неважно. Суть она вот в этом смысле она проста. Люди просто исчезали. Либо рабство, либо смерть, либо миграция. Период татаро-монгольского нашествия – это ведь не период 10-20 лет, это не короткие войны. Это отдельный период в истории Астин, Алан, который длился почти 2 столетия. И вот из освободительного движения мы уже перетекаем в то, что аланы уже смирились с ролью вассалов татаро-монголов. И в XIV веке аланы потихоньку восстанавливают города, восстанавливают их в том числе татаро-монголам. На самом деле феномен ордынского нашествия на территорию Алании, на территорию Руси, на территорию другого государства какой? Он не мешает развиваться народам. Да, экономически он мешает развиваться, потому что те народы, на которых они напали, они вынуждены платить дань. Но в культурном плане, в военном даже плане, в плане города. Кстати, я тебя здесь перебью, мне кажется, это очень прям важно подчеркнуть. Закон, который был сформулирован Чингисханом, Великая Ясса, она там была прям хорошо расписана, он даже заставил чуть ли не каждого солдата ее себе расписать, чтобы выучить наизусть. Один из пунктов, то что как раз-таки это религиозная терпимость. Монголо-татары ведь предстают как некий такой слегка диковатый народ, кочевого такого образа жизни. Но те принципы, которые там закладывались в этой Великой Яссе, конечно, какая-то их часть казалась крайне дикой, это факт. Меня вообще, знаешь, что удивило? То, что там в ряд за каждое деяние вот так дефис смерть. То есть цик-цик-цик-цик, и в ряд у тебя все идет одна смерть. Только так ты мог выстроить дисциплину Однозначно, в огромном да. войске. За трусость там вообще все поколение вырезали, потому что считали, что это генетически передается. Но забавно, что вот такие вещи они тоже предусматривали. Что даже на завоеванных территориях, даже вот такое понятие, как некая терпимость к религии, вероисповеданию. Ну и вот давай возвращаться. Вот Русь. Исчезли там институт христианства. Он только дальше начинает развиваться. Возьмем территорию Алании. Институт христианства, институт храмов, он все еще остается. И вот, кстати, если мы будем говорить об исламе, при хане узбеки татаро-монголы принимают ислам и затем его распространяют на территории Алании. Мы знаем знаменитый уже город, городище, Татартубское городище, где было несколько построено минаретов. Один из минаретов, он дожил, так выразимся, аж до 20-го столетия. Ну, была и мечеть, были и минареты. И вот как раз минарет, откуда пришел призыв к молитве, азан, он дожил до 20-го столетия. Правда, его неудачно, так выразимся, восстановили. Он, к сожалению, разрушился. Но мы с тобой на руинах
этого знаменитого Минарета, этого знаменитого городища не раз бывали. Ну, тем не менее, не все же монголо-татары были мусульмане. Да, вот это тоже важно. Многоконфессиональный, получается, какой-то союз племен, который, вот ты опять же про Русь вспомнил. Единственное, что изменилось, да, конечно, сегодня очень мало церквей, сохранившихся до монгольского периода времени по территории России в целом. Как бы это ни звучало, у нас на Кавказе одних сколько их, да, именно исторических. Аланские церкви, монастыри, но не об этом. Но, что очень важно, что изменилось, они продолжали иллюстрация сюжетов, краски, которые использовали. То есть в период Золотой Орды это даже в каком-то смысле развивалось и приобрело свою стилистику. Если так это изучать, это передавало некую стилистику трагедии. Да, то есть коричневые, черные тона в росписи, в иконописи. И это ведь очень хорошо говорит о том, что вот в этих вопросах не было барьеров. Даже была возможность как-то это иллюстрировать. Вот. Главное, платите нам дань. Да, это, наверное, единственный важный такой нарратив был со стороны монголо-татарской знати. Ну и знаешь, мы вот сейчас с тобой описываем, будто все идет к постепенному рассвету, или даже уже рассвет идет. Но все-таки он не случился. Он не случился из-за событий конца 14 столетия, из-за войны хана Тахтамыша, который также связан сильно и с историей России, пришедшей в Москву после знаменитой Куликовской битвы. Но и затем он оказался также и на Кавказе. А с Закавказья уже идет знаменитый Тимур, Тамерлан, Тимурлен. В остинском фольклоре мы его называем Ахсак Тимур. И вот тут-то уже и завершается история, полностью завершается история равнинной Алании. Честно говоря, мне прям вот, я понимаю, что это определенное веяние историческое, такая концепция, может быть, даже в каком-то смысле, что именно Тимур стал, скажем так, потрошителем и палачом аланского этноса. Но я бы не говорил, что это был его какой-то прямой интерес. На мой взгляд, причина, почему Алания вымирает как явление, это как раз-таки Тахтамыш. И это как раз-таки золотоордынцы. А Тимур в привычной своей манере просто прошел мечом и огнем там, где он хотел. И там, куда на самом деле его вынудили. Я объясню, о чем я говорю. Действительно, Тимур, Тамерлан, Тимурленг – это человек, который известен на территории Европы, на территории Азии, как завоеватель. Сегодня в истории его все представляют как действительно завоеватель, который становится на один пьедестал с Александром Македонским и с рядом других великих правителей и полководцев. Даже сейчас в Узбекистане его вспоминают первым, причем вспоминают всегда число убитых им. То есть вот именно с этим он ассоциируется. У каждого правителя есть свой почерк. Его почерк понятен и абсолютно прозрачен. Это, конечно же, огромное количество трупов, которые остаются за, опять же, его походами. Вот доказательством тому, что я сказал, касаемо его экзекуции, знаешь, некого почерка жестокости, является работа всем известного художника Василия Верещагина, который в 70-е годы 19 столетия отправился в Туркестан, его по приглашению, или правильно сказать, призыву Кауфмана, генерала, который отвечал за военные действия на той территории. И вот как раз-таки в рамках этой военной кампании он как человек, который знает, что такое война непосредственно, и как художник, который был, я не знаю, правильно ли говорить, вдохновлен образом хромого Тимура. Ну, наверное, это очень правильно. Он создал вот такую картину «Апофеоз войны». Знаменитая картина. Да, и даже, можно сказать, в каком-то смысле с ранних лет. Сегодня даже чуть ли не в программах школьной литературы у многих этот образ, он встречается. Это некая такая пустынная земля, это пирамида из черепов людей, и выжженное полностью пространство. Что остается после Тимура? Да, что остается после Тимура. Кстати, рамки, вот отдельное творчество Верещагина, даже не так, почерк уже его творчества, это оригинальное наименование на рамках. Вот на этой рамке было написано «Всем прошедшим, настоящим и будущим завоевателем». Хотя вдохновился он образом как раз-таки походов хромого Тимура. И это одна из картин целой серии, которые были написаны вот в период его как раз-таки призыва в ту сторону. И она действительно, она отлично описывает последствия, в том числе последствия похода в сторону Кавказа и далее войны, столкновения с Тахтамышем. Последствия для Чечни современной, для Алании исторической, для Дагестана и для всего, повторюсь, Северного Кавказа. Государство, которое у нас
основал, Туран, оно находилось, ну, опять же, территория Самарканд, вот современная, опять же, вся Азия. Вот это, можно сказать, такая, можно сказать, сердцевина. И эта сердцевина, она выходила в сторону как раз-таки Закавказья. Это Закавказье, вот опять же, близ вот Кавказских гор, южной части хребта, вот если так взять карту, она была такой же смежной территорией, где есть Золотая Орда и где есть государство Туран. С одной стороны, золотоордынский интерес, там будет Тохтамыш, в будущем Тохтамыш, с другой стороны Тамерлан. Причем очень важно, ведь Тохтамыш зашел на имперский престол благодаря Тамерлану, то есть Тамерлан был его покровителем. Он сам опасался определенной конкуренции среди ханов и поддержал кандидатуру именно Тохтамыша. К чему это приводит? По логике вещей, как будто бы это два мощных союзника в будущем, а в итоге два врага, которые столкнутся из-за провокаций самого Тохтамыша. Он небольшим отрядом совершает поход через, опять же, Кавказский хребет. Опять же, это будет район Дагестана в сторону Каспия, вот этот вот отрезок Кавказских гор. Он выходит за Кавказье. На те территории, которые Тимур считает своим прямым интересом. В тот момент, когда он сам уходит в поход. Его же интересы тоже далеко за пределы Месопотамии, далеко за пределы Передней, Средней Азии простирались. Конечно, Тимур, как я уже сказал ранее, один из величайших полководцев и завоевателей. И вот в этот момент он нападает туда. Затем идет в сторону столицы. Ну, конечно, Тимура без внимания это не оставляет, и это все закончится в итоге прямым столкновением. И, к сожалению, это столкновение будет именно на территории Кавказа. Когда Тимур соберет уже войско и направится через, опять же, прикаспийскую часть в сторону Кавказа. Все. Вот тут проблемы начинаются у всех. У Дагестана, у чеченцев, у Алании, которая и так после уже целая эпоха этой зависимости и истреблений, которые монголо-татары, их политика сулила для истории, это еще и заканчивается походом Тимура. Тохтамыш проигрывает первое сражение, убегает, тот идет в погоню за ним. Кстати, стоянка его будет на территории Биштау, современного города Пятигорск. Конечно, все, что по пути, это все будет просто разорено. Нет, даже не так. Это все будет истреблено. Уничтожено. В характерной для Тимура манере, когда он Иран завоевал, такое яркое событие, одна из крепостей, которая пала под его натиском, буквально более 2000 людей он приказал в состав стены включить, просто чтобы они были, видимо, хороший фундамент. После чего более 100 000 человек были вообще обезглавлены. Казалось бы, зачем? Территория уже завоевана. Мы говорим про Иран. То же самое было на Кавказе. Это огромная разница между татаро-монгольскими завоеваниями и Тимура. Вот, кстати, если еще разницу какую-то искать, мы, вспоминая татаро-монгольское нашествие, вот мы это подчеркнули с тобой в выпуске, они ведь не заходили в горы. То есть во многом аланы, которые проживали в ущельях Центрального Кавказа, они оставались незавоеванными. А вот уже во времена хромого Тимура он заходит в горы. Этот временной промежуток с 1395 года, когда случается полномасштабное сражение на знаменитой реке Терек, Тохтамыша и хромого Тимура, вот можно сказать, это начало нашествия хромого Тимура на ту территорию, где проживали аланы. И вот тут та самая разница. Многие аланы, они укрываются в ущельях Центрального Кавказа. Но и туда хромой Тимур заходит, и там же всех вырезает. Вот в астинском фольклоре знаменитый образ Задалески Нана, бабушки из Задалеска, которая собирает осиротевших детей. Вот здесь можно уже понять, что хромой Тимур и в горы заходил, если мы внимательно послушаем легенду о Задалеске Нана. Понятно, Задалески Нана — это такой собирательный образ астинской женщины, которая тогда собирала осиротевших детей и потом воспитывала, благодаря которой позже уже восстанавливался наш народ. Но самое большое развитие он получил именно на территории Дигорского ущелья, селения Задалеск. И в итоге мы подходим к уже другой главе в истории нашего народа, а уже горном этапе развития аланского этноса. Как мне кажется, сегодня наш выпуск, он вышел достаточно информативным. К сожалению, каждая из тем, которые мы сегодня поднимали, так микротемы, конечно, заслуживает, наверное, в каком-то смысле отдельного внимания. То есть как-то это изучать, как-то это раскрывать более подробно, это правда. Но если так все финализировать, Алания, к сожалению,
Это государство, которое было вынуждено полностью исторически исчезнуть с территории географии Кавказа. Причиной тому стал поход на монголо-татарского ига, в будущем Золотая Орда, государство, которое установится здесь, в будущем все тяжбы, которые Алания будет нести по отношению к монгольским ханам. Не будем скрывать, это стало причиной и миграции, и истребительной какой-то политики, и еще и поход Хромого Тимура. К сожалению, как всегда, Алания в вопросе всего Кавказа, как и, в принципе, весь Кавказ, снова становится ареной сражений или ареной столкновения двух разных интересов. Кстати, казалось бы, родственного происхождения, потому что тот же Хромой Тимур родом из монгольского племени Баларс, Баурс. Многие говорят тюркизированное племя, да, в будущем монгольское. Вот, хотя на территории современного Узбекистана родился. Так или иначе, родственные народы, казалось бы, по происхождению, которые организовали огромные союзы и которые воевали, а ареной сражения стала Алания или Кавказ в целом. И последствия этому, это уже, как мы в самом начале сказали, это великая трагедия. Трагедия для народа, который навсегда, как тогда казалось, а на самом деле на многие столетия уходит в горы, и вся его культура полностью трансформируется и складывается уже в новых географических обстоятельствах. И уже там появляется понимание, кто такие осетины. В культурном, языковом и во всех остальных смыслах. Самая настоящая трагедия. Этот период является, да, трагедией. Этот период завершает историю Алан на равнине. И потом уже начинается новая глава. Такой горный период, уже не Алан, уже осетин. Длился он 2 столетия, включал в себя огромное количество событий, ну и завершился в итоге разрушительным походом Хромого Тимура по аланским селам и также горным ущельям. Друзья, ну а с вами был подкаст «Ход истории», его ведущий Ацамас Абисалов и я, Рустам Хадаев. Всем спасибо и до скорых встреч.